Не имеет разницы, зима, лето. Человек за собой, если развел костер, за собой должен потушить обязательно. В этом году не такая засушливая лето, то в основном очень часто основные все пожары происходят в летний период. Опять-таки это человеческий фактор. Опять-таки на пикники люди выезжают и потом за собой все там оставляют, не тушат костры. То, что касается сельской местности, люди стараются там что-то прибавить, что-то сжечь, что-то почистить, какие-то земельные угодья. Вот потом это все приводит к пожару. Какие меры нужно предпринять, чтобы при уборке сельхозугодий пожар не распространился? Что нужно сделать для этого? Самое милое дело не поджигать. Что нужно, зачем что-то сжигать? Если ты хочешь какую-то территорию почистить, так ты покосил, высохло, собери в одну кучу, сложи и сожги. Не надо спичку бросить за то, что там сухой лист лежит. И не будет никакого пожара. Вот на нижней зоне 2 года назад, что были пожары, это же кто-то просто от нечего делать бросил куда-то спичку. И папоротник, все, что заросло, все горит, как бензин, и никакой пожарник, и никакая машина, никакая техника не может это все подключить. Весь район выгорел. И за то, что кто-то бросил спичку. Не будем этого делать, не будет пожара. В основном, как я сказал, человеческий фактор. Без этого никаких пожаров. Очень редко бывают какие-то пожары. Опять-таки, это человеческим фактором считается то, что если свой дымоход человек вовремя не почистил, потом, вот опять-таки, пожар, он все имущество может потерять, и для нас проблема, у него тем более. Из-за дымохода периодически как-то, если не каждый год, хотя бы в 3 года раз нужно чистить дымоходы, а тут есть вообще 30 лет, 40 лет никто не чистил такие дымоходы. Раньше это было наказуемо, за это наказывали. Если из-за дымохода произошел пожар, хозяина наказывали, штрафовали. И тогда ходили тоже инспектора, проверяли дымоходы. Сейчас это не практикуется у нас. Как показало себя полугодие 23 года по сравнению с прошлым годом? Много ли было возгораний? Нет. Пожаров? В этом году намного меньше, слава богу, благодаря тому, что у нас целое лето дожди. Не было засушливого лета, и благодаря этому у нас по сравнению с прошлым годом намного меньше пожаров, лесных пожаров. И в частности, и домовладение тоже в ближайшие вообще 3-4 месяца у нас не было пожаров, в районе не было. Что там кто-то что-то потерял, у кого-то дом сгорел, таких вещей у нас в этом году очень мало, слава богу. А вот скоро начало учебного года. Будете ли проводить какие-нибудь проверки по соблюдению техник безопасности в школах? В школах мы, значит, месяц назад, еще до экзаменов, значит, мы проверили все школы. Мы всем школам написали, что они должны. Хотя мало что могут своими силами учителя, но мы предупредили, написали обращение на имя главы администрации. Есть школы сейчас у нас с ремонтом, со всеми этими соблюдением правил пожарной безопасности. А есть школы, где вообще ничего не соблюдено. Огнетушители у всех есть, огнетушитель. Но, опять-таки, старая проводка в школах. Вот есть совсем ветхие здания, где вообще в ближайшие 40 лет не проводилось никакого ремонта не было. Ветхие здания. И проводка, и крыша в совсем плачевном состоянии есть такие школы. Так что там огнетушителем ничего ты не спасешь.
Это огнетушитель, опять-таки, тот период, когда в школе находятся учителя, дети, если что-то случилось, что-то могут делать ночью, огнетушитель что сделает, если будет возгорание? И есть школы, которые вообще в капитальном ремонте нуждаются. С 20-го или с 15-го даже мы по телефонограмме министерства будем проверять, опять сейчас контрольную проверку. Мы детально проверили в конце учебного года. И сейчас в начале нового учебного года контрольная проверка. Будем опять писать. Мы помочь что-то построить им или что-то изменить мы не можем. Кто бы куда бы ни выехал, это не трудно. За собой потушить огонь. И не разводить где угодно. Надо посмотреть, куда это пламя может распространиться, куда огонь может распространиться. И огромная просьба ко всему населению, чтобы соблюдали элементарную безопасность, пожарную безопасность. Все возгорания в основном дело рук человека. И я опять-таки попросил бы, кто меня услышит, увидит, чтобы как-то соблюдали, не шутить, никак нельзя шутить с огнем. Ты не только себя ставишь под угрозой, а и соседей, и район, и вообще огонь такой, что может очень много нанести ущерба. Попросил бы, чтобы как-то осторожно отнестись к этому. Не только осторожно, просто к этому надо отнестись как-то ответственно.